В эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут расскажем об основных событиях индустрии и подробнее разберем главные кинопремьеры этой недели. Это полнометражная экранизация классического мультфильма «Дамбо» от режиссера Тима Бертона, фильм ужасов «Мы» и новая казахстанская комедия «Мама плюс папа» с Муратом Бисембиным в главной роли. На съемочной площадке Бикбулат Увалиев сегодня в программе. Вошли ли 3 отечественные киноновинки в пятерку кассовых сборов прошедшего уикенда? Сериал «Сверхъестественное» завершится в 2020 году. Режиссер и актеры дубляжа на казахский язык рассказали о работе над фильмом «Дамбо». Как проходит работа над фильмом «Аладдин», нам рассказал режиссер дубляжа Шахмурат Ордабаев. Лидерство бокс-офиса прошлой недели оставалось за супергероиней Капитан Марвел. Появился ли на этой неделе новый лидер бокс-офиса и какую прокатную статистику показали 3 казахстанские картины, вышедшие на прошлой неделе? Узнаем в обзоре самых кассовых фильмов отечественного проката. 5-е место. Казахское ханство «Золотой трон». Историческое полотно от режиссера Рустема Абдрашева. За первый уикенд проката фильму удается заработать 30 миллионов тенге. 4-е место. Криминальная комедия от продюсерского дуэта Асель Садвакасовой и Оскара Бисембина. Приключения режиссера, снимающего фильм для бандитов, приносят создателям в премьерный уикенд 48 миллионов тенге. 3-е место. «Волшебный парк Джун». Мультфильм о девочке, попавшей в волшебный мир, зарабатывает в премьерные выходные почти 49 миллионов тенге. 2-е место. «Каникулы оффлайн». Летняя история о 3 студентах и их бизнес-проекте. Этнолагере для городских детей зарабатывает в премьерные выходные 51 миллион тенге. 1-е место. «Капитан Марвел». За 3-й уикенд героине Бри Ларсон удается заработать 54 миллиона тенге. После получения 3 премий «Оскар» за «Рому», Netflix все больше стремится создавать оригинальные проекты. В ближайшем будущем потоковый сервис разрабатывает современную экранизацию «Трех мушкетеров» классического романа Александра Дюма. В каком году будет разворачиваться сюжет, пока неизвестно, однако Netflix описывает фильм как приключенческий боевик, напоминающий «Миссию невыполнима». Заниматься проектом будут продюсеры «Яркости» Эрик Ньюман и Брайан Анхелес. Непростая задача реализовать концепцию легла на плечи сценариста Харрисона Квири, ранее написавшего для онлайн-гиганта текст военной драмы «На тропе войны», и сэр Ридли Скотт как исполнительный продюсер. Тимур, 36 лет, разведен, воспитывает сына. Давай, не тормози. Летом минувшего года прошли съемки комедии казахстанско-российского производства «Алые паруса. Новая история». И вот на днях в сети появился трейлер картины. Режиссером выступил Юрий Цай, дебютировавший в кино. В этом фильме зрители увидят таких известных актеров, как Санжар Мади, Бибигуль Актан, Ян Цапник, Диана Холлоуэй, Айнур Ниязова и Тулепберген Байсакалов. Сюжет ленты рассказывает о простой девушке по имени Асель, которая отправляется на поиски своего суженого. Но в другом городе ее ждут немало испытаний, неожиданных, но забавных приключений и, конечно же, любовь. Я так мало о тебе знаю, Асель. Знаешь, я понимаю, ситуация
Странное, но в то же время это здорово. Один из самых известных сериалов в истории «Сверхъестественное» завершится в 2020 году. Он уйдет из эфира почти одновременно со «Стрелой». О закрытии сериала фанатам сообщили исполнители главных ролей – Миша Коллинз, Джаред Падалеки и Дженсен Эклс. Шоу, запущенное под руководством продюсера Эрика Крипке, вышло в эфир в сентябре 2005 года и продержалось больше 300 эпизодов. «Сверхъестественное» не хотели закрывать по одной простой причине – рейтинги. Даже спустя 14 лет в эфире сериал оставался более популярным, чем «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня» и «Стрела». 20 марта Disney объявила о завершении покупки «20 век Fox» медиахолдинга, состоящего из киностудий «20 век Fox», «Fox 2000» и «Fox Searchlight». Сумма сделки составила почти $71,5 миллиард. Теперь во владении Disney все сериальные и кинофраншизы компании. Порой мы склонны видеть людей не такими, какие они на самом деле. Благодаря приобретению Disney практически удвоила количество фильмов, выходящих в ближайшие годы. Одних только «Аватаров» запланировано 4 части. После приобретения руководство Disney решило закрыть Fox 2000, одно из подразделений компании, которая недавно выпустила фильмы «Скрытые фигуры» и «Чужая ненависть», а ранее отвечала за «Дьявол носит Прада», «Виноваты звезды», «Жизнь Пи» и многие другие кинокартины. Вам выпала редкая удача. Это загадка. Это магия. В этом году студия Disney выпускает сразу 3 полнометражных ремейка своих классических мультфильмов. И первый из них — это ремейк анимации «Дамбо» от режиссера Тима Бёртона. В нашем прокате будет представлена версия, дублированная на казахский язык. Как проходила работа над озвучанием «Дамбо», нам рассказали актеры дубляжа, подарившие героям свои голоса. Айналып ұша бер. Я үмітіміз зор. Бізде дубляж барысында ең қиын да қызықты. Самые сложные и интересные роли у нас озвучивали Ержанага и Бахаджанага. Это роли Медичи и Виндевера. Озвучивать главную роль Холда в фильме прошел Рустем Жаманов. Еще один интересный момент — это то, что в этом фильме снялся знаменитый анонсер боксерских боев Майкл Баффер. И мы постарались сохранить стиль, присущий только ему. Его у нас озвучивал Женебек Мусаев. Өзінің стилін қалдыруға тырыстық барынша. Оны бізде Женебек Мусаев дыбыстады. Қарсы алыңыздар. Ұшатын піл Дамбо! Моей радости не было предела, когда я узнал, что мой герой сам Майкл Баффер. Я принял это так, будто я всегда мечтал об этой роли. И я думаю, что я передал все так, как и есть в жизни. Но зрителям, конечно, видней. Перевод классических мультфильмов в киноформат стал для студии Disney привычным, а главное — прибыльным делом. Недавние проекты «Малефисента», «Золушка» и «Книга джунглей» отлично показали себя в прокате. Игровой ремейк Тима Бёртона явно не собирается полностью копировать оригинальный мультфильм «Дамбо» 1941 года. Современная киноверсия перескажет уже известную историю слоненка, но добавит еще и историю семьи, которая во многом будет отражать события в жизни Дамбо. Біздің мақсатымыз көбірек қазақ көрермендерін осы әлемдік үздік кинолардың. Наша главная задача — это привлечь зрителей на фильмы мирового уровня, которые говорят именно на казахском языке, чтобы они привыкали и понимали к фильмам в казахском дубляже. Я озвучивал легендарного Дэнни де Вито. Мне пришлось прилагать большие усилия, даже были моменты, где я срывал свой голос, потому что где бы он ни появлялся, всегда есть громкие разговоры и громкий смех. Самая большая сложность дубляжа в том, что очень трудно заставить персонажей говорить на казахском слово в слово. Еще и адаптировать это для зрителей. Но мы старались сделать все, что в наших силах.
А вообще, насколько нам это удалось, судить уже будет зритель. Өте оңай жұмыс емес. Қиын болды, бірақ бар күшімізді салып шығаруға тырыстық. Негізі оның бағасын көрермен айта жатыр. За годы сотрудничества с компанией Disney осуществлен дубляж 27 фильмов в студии Disney, Marvel и Pixar на казахский язык. Әке, тұр! Ана жақта қызық басылып жатыр. Маған қараңдар. Жан батуды, кәне ол қайда? Мынау не зат? Ұсқынсыз бейшараны тек анасы жақсы көреді. Мырза, сізді сымбатты деп санаймыз. Мен піл туралы айтып тұрмын. Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Ферриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель Вендевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна». Милли өте сабырлы, байыпты, барлығын өз жөнімен. Милли очень спокойная и рассудительная девочка. Она отлично знает, что делает. И во время озвучки я многое пережила вместе со своим героем. Это счастье, грусть и печаль. Были моменты, когда приходилось плакать и очень громко кричать. И именно кричать для меня оказалось самой сложной задачей, потому что я полностью сама должна была уйти в кино. Такое у меня было впервые. Ені байқайлау бұл менің ойымша бірінші рет болды. Около 200 представителей творческих и технических специальностей прошли обучение дубляжу фильмов по стандартам студии Disney, и более 100 казахстанских актеров состоят в голосовой базе студии Disney. Также с этой недели в прокате новинка отечественного производства. Семейная мелодрама «Мама плюс папа». Режиссер фильма Мереке Мухан дебютирует в полнометражном кино. В главных ролях огромное количество любимых звезд, среди которых заслуженная артистка Казахстана Лидия Каденова, а суровый на первый взгляд Мурат Бисембин сыграл здесь доброго семьянина. Я не мультиварка! Я не мультиварка! Она не прачка! Я не прачка! Я женщина! Я женщина! Я думаю выйти на работу. В центре сюжета большая дружная семья. После 17 лет жизни образцовой матерью хозяйка дома Аида хочет покончить с ролью домохозяйки. Она решила самореализоваться, поменяться с мужем обязанностями и встать во главе семейной иерархии. Чем обернется для семьи нарушение этого тонкого равновесия, зрители узнают в кинотеатрах. А как я Аслану об этом скажу? У нас во дворе какая-то семья. Да, соседи, наверное. Чего вы испугались? Ребят, случилось что? Зара, надо обуться. Хотите по-плохому? Можем и по-плохому. В 2017 году хоррор «Прочь» режиссера Джордана Пила стал неожиданным хитом проката. Лента со скромным бюджетом в $4,5 миллиона собрала внушительные 255 миллионов и принесла своему создателю «Оскар» за лучший сценарий. На этой неделе в прокат выходит новый фильм ужасов Джордана Пила под названием «Мы». В центре сюжета семья, столкнувшаяся со своими злобными двойниками. Джордан Пил решил не топтаться на месте, и его новый фильм, судя по всему, не будет похож на «Прочь». По словам режиссера, он придумал целую мифологию для злодея, а сам проект будет ближе к классическому хоррору. Кто вы, люди? Это мы. Картина расскажет о семейной паре, которая вместе с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик в надежде расслабиться и отдохнуть.
С приближением ночи становится понятно, что покоя им не светит, когда рядом появляются нежеланные соседи. Главные роли в фильме исполнили Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Элизабет Мосс. К выходу казахской версии диснеевской классики «Дамбо» гостем сегодняшнего выпуска стал актер и режиссер дубляжа Шахмурат Ордабаев. Напомним, в этом году запланирован выход 5 картин, дублированных на государственный язык. Это «Дамбо», «Аладдин», «Король лев» и мультфильмы «История игрушек 4» и «Холодное сердце 2». Шахмурат рассказал в нашей программе некоторые подробности работы над озвучанием не только фильма «Дамбо», но и выходящей в мае восточной сказки «Аладдин». Специально к полнометражному ремейку классического диснеевского мультфильма «Дамбо» сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» Шахмурат Ордабаев, актер дубляжа, режиссер дубляжа. Шахмурат, приветствуем тебя у нас в студии. Спасибо, спасибо, что пригласили. Шахмурат, за твоими плечами уже достаточно много проектов, которые были дублированы на казахский язык. Это и прошлогодний «Ральф против интернета», это «Щелкунчик и 4 королевства». Да, и «Суперсемейка». «Суперсемейка 2». Да, в этом году мультфильм «Дамбо» — это проект, который курируешь не ты, как режиссер дубляжа. Да, все верно. У тебя предстоит проект «Аладдин». Да, и вот мы буквально приступили к нему, скажем так. Предпродакшн, подготовительный процесс уже закончился, и вот буквально на днях мы приступаем к записи самих артистов. Для меня это вообще очень особенный момент. Как только я узнал, что этот фильм попадет в лист фильмов, которые мы будем озвучивать, я был готов на все, чтобы получить этот проект. Я основательно готовился. Это, вы понимаете, что это не просто старый мультфильм 92 года. Это не просто такое вот произведение. К подготовке к такому масштабному проекту с огромным рейтингом ожидания нужно прочитать и «Шахерезаду», и посмотреть старую сказку «В Багдаде все спокойно, волшебная лампа Аладдина», и прочитать разную литературу, которая может всячески способствовать тому, чтобы улучшить локализацию проекта. Улучшить вот это восточное восприятие. Конечно. И такие фильмы, как «Аладдин» и «Коко», опять же, я хочу заметить, очень удобно поддаются адаптации нашему языку. Мы можем использовать элементы, которые мы произносим в жизни часто, и это работает. Это и разные, как қазақшалап айтқанда, одағай сөздер, разные слова, помогающие выражать наши эмоции. И это именно те слова, а не типа просто «Боже мой», а это именно те слова, которые мы можем использовать, потому что мы так говорим в принципе в жизни. И это вполне свойственно восточной стране, какой мы являемся. А «Аладдин» — это арабская история, это прекрасная история, это моя любимая история детства. Я эти песни знал и в детстве наизусть, и конечно, также такая честь для меня, хотя он, конечно, понятия об этом не имеет, но такая честь для меня, что композитор Алан Менкин, один из любимых моих композиторов детства, который делал музыку для большинства анимационных картин моего детства, он снова взялся за этот проект. И я к нему немного, хоть и немножко, но причастен, и это огромная радость для меня. Здесь, в этой картине, конечно же, есть песни. Конечно, и даже в трейлере заявлена на сегодняшний день одна песня Джина. И все это есть, и песня Джина, и песня Аладдина и Жасмин есть. И есть новый проект. Я вот боялся говорить или не говорить, но на официальной странице Мена Масуд, актер, который исполнил роль Аладдина, он заявил, что у Наоми Скотт, исполнительницы роли Жасмин, есть мощная песня, которая всех просто поразит. Где интервьюер спрашивает, неужели она лучше, чем A Whole New World, то есть как бы основная тема песни. Он говорит, не буду сравнивать, но эта песня просто вынесет, взорвет всю мозг. И я знаю, что она очень крутая, и это огромная, прекрасная сказка. Пусть это ребут, пусть это пересняли как бы старый анимационный фильм, но это новое все-таки. Я к этому отношусь как к новому произведению. Есть адаптивные моменты для подростков нашего времени. Есть посылы и идеи, которые несут герои, которые должны получить отражение в сердцах наших людей. И есть прекрасные песни, есть прекрасная восточная сказка. И это кино, будучи семейным, оно не скучное. То есть, если просто семейное кино пытается соблюдать все правила и каноны семейных фильмов и не могут поступать как-то очень не по-взрослому, соблюдая, скажем так, все законы рейтинга, то этот фильм в силу своей восточности прекрасно обходит сложные моменты, чтобы при этом сохраняя
скажем так, такую художественную целостность, потому что история всем известна. Но при этом сюда же вошли моменты, которые не совсем присущи семейному фильму, но благодаря восточности это все незаметно. А вот видели ли вы уже первые наброски или записывали какие-то первые фразы, чтобы понять, насколько казахский язык хорошо выглядит в арабской локации? Это я об этом как раз и говорил, но я просто сейчас понимаю, что я должен был об этом сказать. Допустим, как главный герой обращается к мужчине, как мужчина обращается к женщине. У нас есть, скажем, такие особенности в обращении мужчины к женщине, женщине к мужчине, младшего к старшему и так далее. И это в фильме соблюдается, потому что кто-то старше чином, кто-то просто аксакал и так далее. В Европе это не свойственно. Я не знаю, как они это адаптируют. Абсолютно классно. Но у нас очень много подходящих слов. Только одной хвальбы, там очень много сцен, где хвалят султана, ваше высокопреосвященство, ваше величество. А у нас этих фраз видимо-невидимо. В общем, там хвальба и так далее. Поэтому это очень удобно для языка. Ты с такой теплотой рассказываешь об Аладдине. Да. Действительно, давно не хватало крупного голливудского ремейка этому мультфильму. Я думаю, да. Да. Заждались люди этой восточной истории. Насколько тщательным был кастинг на эту картину? Был очень тщательный кастинг, как никогда на моей практике. Ну, только если не брать в учет произведения, где главный герой был ребенок. Именно для Аладдина был очень сложный кастинг. Во-первых, потому что проект музыкальный, и 3 персонажа поют, как минимум. И согласно требованиям Диснея, но и моим тоже, артист, который озвучивает персонажа, он же желательно должен и петь. Что в разы сокращает, скажем так, наших потенциальных претендентов. Кастинг проходил 2 дня в Алмате и 2 дня в Астане. В Алмате мы старались привлечь, помимо профессиональных артистов дубляжа, которые регулярно это практикуют, также артистов кино, артистов эстрады, медийных так называемых личностей, которые могли бы поспособствовать в дальнейшем продвижению проката. Сәлем балақай, циркке қош келдің. Кішкентай болса да, бір отбасымыз. Сегодня вышла полнометражная экранизация мультфильма 45-го года, насколько я помню, этот мультфильм. Расскажи немножко о проекте «Дамбо», хоть и не ты являлся там режиссером дубляжа. Да, но тем не менее я принимал в нем участие как артист и как музыкальный редактор. Там был один вокальный момент, за которым я следил. Песня, кстати, оригинальная, с той самой старой анимационной картины. Та же песенка, как бы была такой дань уважения классике, но сюжет как бы несет ту же основу, та же линия соблюдается, но его нельзя назвать тем же произведением. Нельзя просто так назвать ребутом, потому что там все-таки Тим Бёртон. А этот режиссер, ну, как бы уникален своей уникальностью. Да, своя авторская всегда что-то привносит, несмотря на то, что это Дисней, где очень сильный студийный контроль, он все равно свободен как художник. И это семейное кино, это великолепная анимация, великолепная графика, куча эффектов, хорошей музыки, отличные топовые артисты, которые за последнее время радуют зрителей. И это семейное кино, на которое надо ходить с семьей. Такие добрые истории, они вообще это как бы главная миссия, я думаю, компании Disney, то, что они делают такие картины, это семейное кино, это делается для детей, для родителей, вместе наблюдать за очень светлыми, хорошими примерами в жизни, которым стоит следовать. И это есть в этой картине. И за каких-то там 2 часа времени тут происходит погружение в очаровательный мир, чарующий, такой таинственный. Сейчас, конечно, очень много сопротивлений по поводу цирка, что это неправильно. Но это кино. В кино это имеет право на жизнь, и это очень хорошее кино. И я рекомендую всем просто сходить с семьей и насладиться, особенно на казахском языке. Да, но мы напоминаем, что на этой неделе вышел мультфильм «Дамбо». Он присутствует в версии с казахским дубляжом. Обязательно, я думаю, нашим зрителям нужно сходить, посмотреть и услышать этот фильм. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о первом сольном фильме про супергероя по имени Шазам, а также ремейке фильма ужасов 1989 года «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Увидимся на следующей неделе.